140 километров в час по встречке. В Уфе из-за лихача Артура Газизова развернулась погоня по центральным улицам, длившаяся почти час. Сначала парень не остановился на требования сотрудников ГИБДД, а затем и вовсе попытался скрыться, при этом игнорируя красный сигнал светофора. Какое наказание ждет очередного автохама в следующем материале? Это вовсе не очередной голливудский блокбастер, а кадры оперативных съемок. Экипаж ГИБДД едва успевает за уфимским гонщиком, который разогнался до 140 км в час. Погоня началась после того, как инспекторы потребовали от водителя остановиться. На спорткаре отсутствовали номера и стекла были полностью затонированы. Вместо этого лихач только давил на педаль газа, проехав 5 перекрестков на красный сигнал светофора. Что, обязательно это делать? Да, это пробы на координацию движений. Топтаться на одном месте мужчине явно не нравится. Привыкший к большим скоростям Артур Газизов вместо шикарного салона авто теперь проводит время в наркодиспансере и отделе полиции. Сумев уйти от погони, что длилось почти час, 3 трейсера задержали, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Нарушителя удалось задержать именно в этом месте по улице Цурюпы, чуть ближе к перекрестку с улицей Кирова. Причем молодой человек сам подошел к машине сотрудников дорожной инспекции, из-за оперативных действий которых лихач был сбит с толку и сам не знал, что идет именно к ним. Артур Газизов полагал, что за тонировкой останется незамеченным. Однако все вышло не так гладко, как рассчитывал лихач. К серьезным нарушениям правил дорожного движения добавились неповиновения сотрудникам ГИБДД. Вычислить Газизова, видимо, не составило труда, ведь именно такой автомобиль стоимостью не меньше 5,5 миллионов рублей является единственным в городе. При требовании предъявить документы, удостоверяющие личность, данный водитель вел себя агрессивно, начал хвататься за форменное обмундирование. Ему была применена физическая сила. Данный автомобиль ранее неоднократно привлекался к нарушению правил дорожного движения. Какие конкретно? Превышение скоростного режима, управление транспортным средством с тонированными стеклами, проезд на запрещающий сигнал светофора. Но сегодня в здании суда Артур явно чувствовал себя расслабленно и даже на этот раз был только рад вниманию камер. Журналистам он говорил, что вовсе не был за рулем злополучного авто. О том, что это ложь, говорят кадры с одной из камер на улице. Единственное, что беспокоило парня в суде, это вопросы гигиены. 2 дня без душа. Ну вот честно, 2 дня без душа. Вы не сожалеете, что вы совершили? Не сожалею. А что я совершил-то? В погоне участвовали? Я участвовал? Да. Серьезно, что ли? Серьезно. Ничего себе, новости какие. Для вас это новость? Конечно. На суде выяснилось, что нарушитель носит с собой травматическое оружие. Правда, разрешение на него имеет. По неуточненным данным, парень уже попадал в сводки правоохранителей, за что ему грозил даже не штраф, а реальный срок. Разрешение на хранение ношение, хранение травматического оружия. У вас были сведения о том, что у этого гражданина имеется оружие? Да. Но не было сведений, имеется у него разрешение или не имеется. Поэтому он начал отходить, как группу пройти, я только не попытался сбежать. За неповиновение сотрудникам Артуру Газизову дали 3 суток. Учитывая, что ночью он уже провел за решеткой, то завтра мужчина окажется на свободе. Но на этом его хождение по судам не закончится. Следом ожидается процесс о лишении его водительского удостоверения. Правда, никто не гарантирует, что автохам вновь не устроит спринт, только теперь уже без прав. Динара Таймасханова, Максим Окунев, Артур Елаев и Ильнур Юмаголов. Новости Уфа.